Как отмечается в сообщении, предварительная причина взрыва – нарушение правил хранения боеприпасов, представляющих повышенную опасность для окружающих. В результате произошли два взрыва взрывных устройств, которые детонировали хранимые крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы в большом количестве, вследствие которого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации. В результате происшествия двое граждан Российской Федерации, Полякова и Тимофеева, жительницы города Санкт-Петербург, находившиеся на туристическом отдыхе вблизи сероводородного источника в селе Приморское, погибли от полученных телесных повреждений. Еще около 64 человек, 35 из которых граждане Российской Федерации, остальные граждане Республики Абхазия, с различной степенью тяжести были доставлены в различные лечебные учреждения Абхазии. По данному факту военной прокуратурой республики 2 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Из собранных за это время материалов уголовного дела установлено, что 1 августа 2017 года, согласно приказам министра обороны, в селе Приморское были начаты работы по ремонту кровли склада ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения. В целях безопасности было принято решение, не разбирая старый настил крыши, бетонно-цинкарное перекрытие, поверх уложить деревянный настил, который крепился анкерными болтами к старому основанию крыши. Внутри склада никаких работ с использованием электроприборов, со слов проводивших работы, не проводилось. Анкерные болты устанавливались с помощью перфоратора, для питания которого был подведен электрический провод 220 вольт от светового столба, установленного поблизости. В связи с жаркими погодными условиями ремонтные работы 2 августа 2017 года были приостановлены в 11 часов 45 минут. Как отмечается в информационном сообщении Генпрокуратуры, в настоящее время предварительным следствием привлеченных должностных лиц к уголовной ответственности нет, в связи с тем, что невозможно провести тщательный осмотр места происшествия. С 15 августа 2017 года к работам по разминированию привлечены сотрудники Hello Trust. В настоящее время разминирование проводят 16 сотрудников данной организации. Общая площадь поражения в результате взрывов составила более 4,5 миллионов квадратных метров, дальность от эпицентра 1200 метров. По уголовному делу 6 августа 2017 года назначена взрывотехническая экспертиза с привлечением специалистов-взрывотехников из России. Однако в ближайшее время до расчистки кратера от неразорвавшихся боеприпасов приступить к работам невозможно из соображений безопасности. Примерный срок очистки территории кратера – конец 2018 года. Без получения результатов взрывотехнической экспертизы, которая установит причины взрыва, и без тщательного осмотра места происшествия, расследование уголовного дела с привлечением к уголовной ответственности лиц невозможно, отмечается в сообщении Генпрокуратуры. Примерное количество неразорвавшихся снарядов составляет 80 тысяч единиц. При этом под понятием «снаряд» в данном случае имеется в виду любая частица снаряда, имеющая заряд, в том числе и самые мелкие взрыватели. С августа 2017 по настоящее время утилизировано более 20 тысяч боеприпасов. В местах наибольшей концентрации неразорвавшихся снарядов обеспечивается охрана, однако в настоящее время остается неочищенной лесная зона, отмечается в информации Генеральной прокуратуры Абхазии.